Снова за парты. В Нерюнгринском районе отменили карантин. Владимир Солодов встретился с нерюнгринской молодежью. Обсудили вопросы занятости, вовлечения молодежи района в решение социально значимых вопросов. «Открой рот». В Якутске проходит региональный этап очень необычного чемпионата. В эфире новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Поддержаны поправки, направленные на облегчение положения ипотечных должников. Законопроект, принятый Нижней палатой парламента во втором чтении, касается поддержки лиц, которые получили ипотечный кредит и стали должниками в случае, когда этот кредит не погашен вовремя. Им предлагается предоставить льготы по оплате исполнительского сбора и либо полностью, либо частично этот сбор ликвидировать. Поправки предлагается внести в закон об исполнительном производстве. По солидарным должникам сегодня исполнительский сбор составляет 7% с каждого из должников. Поэтому, если семья, например, из 2-3 человек получила ипотечный кредит, им необходимо будет вернуть сегодня не только само тело кредита и проценты по кредиту, но и плюс еще исполнительский сбор. А это немаленькая сумма, она может быть от 10 до 100 тысяч рублей. В Алданском районе действует программа по предоставлению жилья молодым семьям. Как работает механизм, с чего начинать молодым? Об этом расскажет Татьяна Вахнина. Как, а главное где? Ведь гнездышко молодой семье. Своими силами пара едва ли сможет скопить большую сумму, чтобы купить квартиру. В Алданском районе реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей. За будущими новоселами выбор квартиры. Ее выкуп идет по утвержденной процедуре. Молодые семьи самостоятельно ищут себе жилье, заключают договор с продавцами, предоставляют этот договор в уполномоченный банк. И уже средства из нашего бюджета на основании этих документов перечисляются уже непосредственно в банк, а банк уже на счет продавца. На реализацию программы по обеспечению жильем молодых семей выделяются деньги из бюджетов различных уровней. В зависимости от суммы определяется количество семей, которые получат вожделенные метры. В этом году из бюджета района выделено порядка 13 миллионов рублей. Размеры республиканской и федеральной субсидий будут известны позднее. Сколько нам поступит из федерального и республиканского бюджета, сейчас будет приниматься решение уже на уровне правительства. Мы заявку на прошлой неделе отправили и планируем, что уже весной определенное количество, надеюсь, что не меньше, чем в прошлом году, сможет улучшить свои жилищные условия. В прошлом году новоселье отметили 39 молодых семей, в 2017-м 36, а еще годом ранее квартиры получили 80 пар. То, что хорошее, оно обязательное. Но, скажем так, трудновыполнимое в некоторых случаях. Подводных камней в получении квартиры по программе обеспечения жильем молодых семей немало. Каждая отдельно взятая ситуация сопряжена с множеством трудностей. Однако в большинстве случаев проблемы связаны с невозможностью выбрать квартиру в срок, которая отвечала бы требованиям обеих сторон. Они не могут в определенный срок подыскать себе нормальное, хорошее жилье, которое удовлетворяет и их требованиям, и нашим требованиям, потому что требованиям должно удовлетворять и площадь. Нюансы индивидуального характера порой имеют место. Однако, по мнению новоселов, получение жилья стоит преодоления трудностей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии до 2021 года откроется 5000 мест в детских садах. Об этом Якутскому Сахаинформационному агентству сообщил министр образования Якутии Владимир Егоров. Это касается создания ясельных групп для детей в возрасте до 3 лет. В них за 3 года должно появиться 5014 мест. Что касается ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения для детей 3-7 лет, с этой задачей Министерство образования продолжает бороться за счет строительства объектов и замены ветхих зданий. Добавим, что из этих 5000 мест значительная часть будет открываться в городе Якутске. Таким образом, потребность в детских садах должна быть закрыта до 2021 года.
А в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки на территории Нерюнгринского района и снижением заболеваемости до критических показателей, решением санитарно-противоэпидемической комиссии от 13 февраля было принято решение о снятии карантинных мероприятий с образовательных учреждений и ограничений в проведении массовых мероприятий. Учебный процесс в школах района возобновится с 14 февраля. Председатель правительства Владимир Солодов встретился с молодежным активом Южной Якутии. Участники обсудили вопросы занятости, вовлечения активной молодежи района в решение социально значимых вопросов. На встрече побывала и наш корреспондент Екатерина Павлова. Активная работающая молодежь, студенты и школьники собрались в технопарке для общения с председателем правительства в формате открытого диалога. Для привлечения внимания общества к основам развития детства и юношества Нерюнгринского района, обеспечения дополнительных возможностей для организации отдыха и оздоровления, а также творческой активности детей, 2019 год в районе объявлен годом детства. Как считает волонтер-спасатель и председатель местного отделения ДОСААФ Олег Попов, важно не просто обеспечить безопасность юного поколения, но и научить его безопасному поведению, воспитывать чувство самозащиты и взаимопомощи к окружающим в различных ситуациях. Для этого в районе на базе ДОСААФ созданы специальные клубы и регулярно проходят различные мероприятия. На таких встречах мы, допустим, можем выразить свои просьбы, рассказать, что нас интересует. Даже не в том плане, что нам просто просим помощи. Бывает информационная поддержка, она также не менее важна, как и та же финансовая. Сейчас у нас вопрос стал о том, что если у нас получится с помещением, нам надо будет лицензировать свою деятельность. То есть нужны специально оборудованные классы для подготовки специалистов. В рамках встречи участники поделились ключевыми планами и задачами на 2019 год, усилить процесс развития деятельности студенческих и волонтерских отрядов в районе, рассказали о своих новых проектах, поинтересовались об опыте работы молодежного актива в республике. И традиционные вопросы – как учиться, где жить, куда трудоустраиваться и как сделать так, чтобы молодежь не уезжала из родного района. Мы договорились, что мы в следующий раз проведем встречу в форме форсайта, проведем обсуждение того, как молодежь видит будущее Нерюнгри в 1932 году с целевым видением до 1950 года. И именно отталкиваясь от того, как молодежь видит будущее города, мы будем в дальнейшем строить нашу работу. Это очень важно, чтобы мы смотрели пошире и смотрели не только на те вопросы, которые прямо сегодня нас волнуют, но и на то, как мы в будущем смотрим на развитие. В заключение Владимир Солодов пожелал молодежи продолжать активную работу и вносить свой личный вклад в развитие района и всей республики. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутск уже в 4-й раз приехал автор литературно-спортивного чемпионата «Открой рот» Михаил Фаустов. В историческом зале Национальной библиотеки он дал семинар о том, как создавать проекты, направленные на популяризацию чтения. В зале собрались деятели литературной культуры Якутии, в основном библиотекари. Сегодня состоится отбор чемпионата «Открой рот» на региональном этапе. Победитель полетит на финал в Москву. Отборочный тур пройдет в библиотеке «Созвездие». Начало в 18:30. Приглашаются все желающие. Для меня удивительным было, когда я обнаружил, что в городе очень большое количество книжных магазинов, сосредоточенных на очень небольшой площади. Это практически нигде в стране такого нет. Я много где был, и наблюдая то, что вот здесь сейчас я вижу, это очень мне нравится, это очень хорошо. Они, конечно, маленькие. У них, конечно, не самый, может быть, широкий ассортимент. Нельзя сравнить их там с какими-то крупными городами. Но то, что они есть, это уже большое дело. Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Ленске оценили в 14 миллионов рублей. Уже заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации на строительство объекта. Аукцион на проведение этих работ выиграла якутская фирма «Якутагропромпроект». Средства на начальный этап уже заложены в муниципальном бюджете. Однако район рассчитывает, что финансирование крупного спортивного объекта будет происходить из 3 источников – районного и республиканского бюджетов, а также за счет средств компании «Газпром». Планируется, что крупный спортивный объект появится на бульваре Ягнышева в городе Ленске. Накануне на зимних играх «Дети Азии» завершились соревнования горнолыжников в дисциплине «Слалом-гигант». Это одна из самых сложных и трудных видов. Одна ошибка может стоить медали. Репортаж с Аргаланы Захаровой.
На Сахалинской горнолыжке особенный рельеф. Этот склон полон крутых перепадов. Поэтому организаторы с учетом возраста спортсменов формировали трассу для соревнований, исключив самые сложные участки. На этих трассах проходит и ежегодный континентальный кубок в Южно-Сахалинске, чтобы не создавать большой сложности спортсменам. Но довольно непростая. Рельеф ярко выраженный. Но несмотря на это, без травм не обошлось. Со склона эвакуировали горнолыжников из Индии, Монголии и Афганистана. Скорее всего, сказалась нехватка опыта спортсменов. Однако ошибки допускали и хорошо подготовленные участники. Я очень сильно ошибся на первой попытке и на вторую перегорел. У меня были все шансы на победу. И все равно с такими залетами я приехал. В этой дисциплине чаще всего все решают десятые доли секунды. Поэтому можно понять и разочарование корейской спортсменки Ли Хаюн. Лыжница стартовала предпоследней. Общий результат за 2 заезда был лучшим – минута 40 секунд. И вот финишировала москвичка Анастасия Трофимова, которая забрала у нее победу. Я думаю, что выступила хорошо. Супергигант не мой конек. Из-за этого переволновалась на старте. Мне, конечно, хотелось после первой попытки удержать свою позицию. Но я понимала то, что мои соперники тоже сильные, и на какую-то удачу я не могла надеяться только на себя. У юношей лучший результат показал представитель первой сборной островного региона Глеб Федоров. Подготовка к играм Азии дала возможность подтянуть значительно ребят этого возраста. Они пока, может быть, не в призах и не в медалях, но по сравнению с тем, где они были там полгода-год назад, они, конечно, очень спрогрессировали. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Сахалин, Дети Азии. А в дисциплине Big Air состязались сноубордисты. В квалификационный раунд вышли 8 девушек и 21 юноша. Кроме российских сноубордистов, в стартовом списке были заявлены спортсмены Японии и Кореи. Об этом сюжет Нюргуяны Егоровой. Никита Абазовик занимается сноубордом 5-й год. В его преимуществе знакомая трасса родного города. Своим основным соперником он считал японского спортсмена. Но его элемент не оставил сомнений в вопросе, кто же лучше. Сахалинцу поставили высокие баллы. Хорошо, что Дети Азии выпали именно на мой возраст. Я смог поучаствовать в них и завоевать золотую медаль. Ну, для меня одной из главных целей является выступить на Олимпийских играх и отобраться на них. Соревнования прошли в классическом формате с соблюдением международных правил. Судьи в первую очередь оценивали сложность исполнения, виртуозность грэбов и флипов, чистое приземление без докрутов и касание руками. Было холодно сначала, а потом снег подтопило и стало меньше скорости. И поэтому у спортсменов из Японии и Кореи, и у наших спортсменов в том числе, возникли проблемы со скоростью, из-за чего не получилось сделать более сложные трюки. Но и несмотря на это, они справились на отлично. Все молодцы, очень хорошие, сильные трюки. Все было очень здорово. Девушки демонстрировали на склоне более сдержанные трюки. Первоочередной задачей был набор скорости и попытка улететь за 3-ю линию. По сумме баллов лучше всех отличилась на трассе Софья Кожикова из Красноярского края. Когда вот смотришь на соперниц, думаешь, что как бы они тоже имеют уровень и ты должен сделать лучше. Очень приятно, конечно, что вот такие соревнования я выигрываю, потому что, в принципе, я мало где выигрывала, но на международных первый раз выиграла. Свои медали чемпионы первых зимних спортивных игр «Дети Азии» получат в торжественной обстановке на Центральной площади. 14 числа, в четверг, мы увидим 2 представителей из Якутии. Это уже будет слоп-стайл. То есть нужно пройти всю дистанцию от начала и до конца. Это 2 трамплина, также вот эти дропы и перила. Нюргуяна Егорова, Сергей Козюра, Дети Азии, Сахалин. К этому часу пока все новости. Оставайтесь на канале Якутия 24.